А вось і галоўная прыгажуня парламенту. По крайней мере, намного позже, чем я вставала на прямые эфиры в 3 часа ночи для «Раисы Беларуси». То есть мейкап сама? Конечно. А скажите, пожалуйста, но вы себя, как бы, вы здесь самая молодой депутат. Как себя чувствуете? Все-таки здесь люди намного постарше вас. Может быть, какое-то есть волнение, стеснение? Ну, конечно, не буду вам врать, что я чувствую, что здесь есть самый молодой депутат, на невооруженным взглядом. И не могу сказать, что есть какое-то давление, есть какое-то, возможно, волнение. Но, тем не менее, я вижу, что здесь действительно равное отношение ко мне со стороны моих коллег. Я уверена, что если я буду где-то там что-то не понимать или что-то не успевать, то более старшие, опытные уже депутаты, которые в предыдущих созывах мне помогут, расскажут. Не чувствую себя какой-то ущемленной в этом коллективе. Я надеюсь, так будет и дальше. И я смогу доказать, что я здесь неопытный маленький птенец золотой, точнее, зеленый еще совсем человек. Наоборот, смогу что-то привнести, что-то свое. Действительно, я думаю, здесь новоизбранные депутаты чувствуют какое-то ощущение, может быть, первокурсника, потому что здесь все непонятно. Только пришел на новое место, все новое, все непонятное. Но я думаю, с этим мы быстро справимся, буквально 2-3 рабочих дня мы быстро вольемся. Что-то ваши избиратели передавали, какие-то просьбы, что-то уже у вас есть в блокноте записано, что обязательно нужно озвучить? Конечно, на самом деле, еще на этапе избирательной кампании в течение не одного месяца поступало очень много и просьб, и инициатив, и это касались какие-то глобальные вопросы внесения дополнения законотворческих инициатив, так и каких-то точечных вопросов, которые касаются моего избирательного округа и не только моего избирательного округа. Уже в моем блокноте действительно намечено 2-3 встречи, которые я планирую провести на следующей неделе с людьми, которые требуют, скажем так, наиболее быстрого оперативного решения. Что это? Вот по подробности. О чем? Ну, в качестве примера, я все, наверное, не буду рассказывать, но в качестве примера вот буквально вчера связывалась с девушкой, которая проживает в Бресте, и у нее, точно не могу вам сказать уже, скажем так, посвящать во все подробности, но вопрос касается защиты животных, их, скажем так, жестокого обращения с ними, и она попросила как-то вмешаться в этот вопрос, разобраться. Сейчас как раз-таки попросила все материалы, чтобы она сюда не ездила. Я как-то дистанционно ознакомилась с этим вопросом, поняла, как я могу ей помочь, и на следующей неделе встречусь с ней. Ну, у вас, вот вы сказали, есть у нататнику наказы выборщиков, а есть у вашем портфеле все ж таки какие-нибудь свои, может быть, распрацаванные законопроекты подрыхтованные? Не самой, может быть, группой, может быть, передали там с организацией, якая вас вылучала? Никто из законопроекта мне не передавал, но я не могу сказать, что у меня есть подготовленные, разработанные законопроекты. Есть мои, возможно, какие-то законотворческие инициативы. Они еще, возможно, зеленые, которые... Это, как, скорее всего, какие-то предложения, мои дополнения к уже существующим законодательным актам. Конечно же, мне нужно пообщаться с экспертами, общаться с правоприменителями. Возможно, это будет сложно как-то внести. Возможно, это будет просто какая-то новая волна, которая последует, повлечет за собой, скажем так, изменение тех законов, которые существуют уже. Но вот прямо сказать, что есть пакет документов по законотворческому проекту, у меня, к сожалению, такого еще нет, потому что это действительно очень сильная плодотворная работа, которая требует и какой-то помощи юристов, помощи экспертов, правоприменителей. Есть только мысли, идеи и инициативы. У вас были дастаткова моцныя супернікі па акрузе. Вот як вы лічыце, чаму ўсё ж такі выбаршчыкі прагаласавалі за вас? Што сыграла на вашу карысць? Ну, этот вопрос, наверное, лучше адресовать действительно избирателям, которые давали за меня голоса. Наверняка им, несложно действительно оценить, какие были мои сильные стороны. Очень хорошо было, наверное, что и журналисты сыграли на это, то, что было бы очень много внимания к моему округу, к тем кандидатам, которые выдвигались по моему округу, ко мне в том числе. Поэтому было действительно, наверное, пристальное внимание со стороны избирателей, которые не пожалели своего времени, изучили мою программу. Возможно, их привлекло как раз-таки вот этот вот противоречивый факт молодого поколения, новых идей, потому что действительно многие люди считают, что сейчас надо
применять новые изменения и максимально быстро. Как раз таки, возможно, они подумали, что молодые будут не такие, скажем так, зажатые и более рискованные, более креативные, более гибкие. Как раз таки вот эта вот инициативность молодежи пойдет на пользу и сможет помочь тем людям, которые нужны. Вы згадали увагу журналістаў да вас. Ведаеце такі выраз чорны піар, таксама піар. От як вы паставіліся да розных, скажем так, каментароў, якія былі як у СМИ, так і ў сацыяльных сетках. Як успрымалі? Ну, как воспринимала. На самом деле, да, действительно, комментариев было много, были они абсолютно разные. Честно вам скажу, что иногда они были достаточно обидны, но как-то эмоционально на это реагировать, наверное, не стоит. Я встречалась с такими комментариями, когда принимала участие в конкурсе «Мисс Беларуси», тогда люди тоже были недовольны, были какие-то обвинения в мой адрес, и с этим я столкнулась уже не в первый раз, поэтому, скажем так, адекватное восприятие этих комментариев у меня уже было и до этого. Поэтому не могу сказать, что они выбили меня как-то из колеи. Единственное, что вот такие комментарии выходят со стороны и журналистов, и каких-то других людей, в том числе, скажем, моих кандидатов по моему округу, как раз таки показали основные цели. Простите, я не договорила. Показала основные цели, зачем люди туда идут. Либо поговорить, обсудить какие-то непонятные сплетни, вопросы, либо действительно работать. Почему сюда пришли. Шмат СМИ не унесли уже ў чорны спіс. Нет, никого не вносила. Несмотря на, возможно, где-то неправдивые высказывания, со всеми готова пообщаться и обсудить. И действительно, личные разговоры лучше, чем какие-то догадки со стороны журналистов, ничем не обоснованные. Лаўлю на слове і запрашаю в эфір Еўрарадыё. У вас телефон мой есть? Да, Пакуль нема. Калі дадзіце, буду я удзячны. сниму. Ну вось, першая сесія пачынаецца.